Мы вначале-то, когда попал, я сразу с закрытых позиций стреляли. По бусолю, там, по приборам связь наводили. А уже в 44-м напрямую наводку уже выгнали. И вот уже я попал на прямой наводке, когда на нас пошли танки, вышли эти королевские, 4 Фердинанда и 2 Тигра. Но мы все орудия начали бить, и мы отбиваться тоже. Один танк в наше орудие попал, насмерть 2. Я подавал снаряды в стороне. Ранение вот получил только сюда, осколок. Орудия вышли из строя, танки эти 2 подбили, танка остановились и отошли потом свои, эти подбитые забрали и утащили. И, в общем, не разутюжили нас. Если бы они прошли, то нас там пехоту, траншеи, они как на траншеи попадают, крутят, кто в траншеи есть, нас давят. Вот такие были потери. Кенигсберг штурмовали, долго стояли перед Кенигсбергом. Крепость такая была, обнесена рвом, заполненным водой. Ни танк не перескочит, ни пехота не проскочит. Вот так они. И эти такие форты были у них. Пушка под землей поднимается подъемником, выстрелила и обратно прячется. Вот такие форты были. Это после войны я лет через 20 в командировке был там. Посмотрел первый форт, площадь Жукова там сделал. Янтарную комнату музея организовали. Разбомбили его, все дома. Здорово, когда брали, его штурмовали. Сначала авиация полчаса била, потом все виды орудий, дальнобойные, это, все били по этому городу, раскрошили его здорово. И они сдались, капитулировали, там 1200, 2000 что ли, пленных взяли, выводили. Нам дали отдых 2 дня, гуляли там, значит, отдохнули, а потом опять дальше пошли в Прибалтику.